26, да? 28,5. А, 28. У них неправильно показывает градус. Занижает. У них, наверное, еще плюс от дома 2 градуса. А там-то что такое? Это что такое? Куда эта пробка? Ну, можно с другой стороны выехать из Яринска, если что. Непонятно, куда пробка. Первый раз в Яринске пробку вижу. Улица Красных Партизан. Непонятно, что. Новое здание строится. 52 33 95. О, полиция проснулась. Сейчас. А там, наверное, знаешь, что это такое? Да, на кладбище, может, похороны, что ли, не знаю. А, может быть, точно. Точно, точно. Аня, это сиденье подогреваешь? Включи единичку.
леса очень много, да, бревен? Прям до верха. Нет, и сейчас много. Вон. Да, но они в этот раз ниже сделали. Вот это опилки, кстати, они когда мы въехали, они тут дымили, парили. Ну, может, только новые тут выложили. Сейчас, смотри, нету пара. А так у них железная дорога, тут тупик. Куда-то отправляются наши досочки, бревна, леса, пиломатериалы. Хоть проститься, посмотреть, еще не захочет посмотреть. Так, а это нефтебаза. Кстати, на картах она обозначена не как нефтебаза. Самое главное, Ага. Она как-то по-другому у нее название. он не замечал, что Раньше, кстати, в Яринске не было же Лукойл заправки. Там была на въезде какая-то непонятная. И в основном папа у меня ездил сюда на нефтебазу и здесь заправлялся. А в Яринске не заправки? Не было, да. А, ну да, это уже помню, вот здесь была заправка. Да, все здесь заправлялись, Да, ездили. я тоже помню. Нефтебаза. Здесь сейчас Лукойл в Яринске, там просто поле было. фильм быстро сошел с ума. Линейки проходят, газопровод, нефтепровод. Филипп подошел. Я думала, Оля с лодкой. А чего? Донайоль, деревня слева. Шофер посмотрел на А справа тут ничего больше не нефтяники построили какую-то Пока ехали по селу. ГРС, или как она у них тут по-другому же, наверное, называется. Там камеры приема, что ли? Камера приема. Спросил он, кивнув на... ГРСки обычно, это же у газовиков только Да, ГРСки, да, да, у нефтяников какие ГРСки? Поднявшись, ГРС это газовая распределительная станция. Да, а вот это железная дорога. он опять смотрел во все глаза. Опа! Сейчас будем поезд смотреть. Блин, только что ничего не было. Вот он мост через Вычегду. Сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филипп. Вот она единственная, вот она полосочка единственная. Это у нас дорожка их соединяет север и юг. Вот здесь проходит. Спросил шофер. Обгони, пересади. Обогнал. Поезд. Из-за вот этой кочерги мы тут стоим. Филипп зашел. Как это целый тепловоз Это, едет? нет, это называется маневровый тепловоз. Которые Да, Павел. Сказал он просить. куда-то Сам не едет. узнал своего. Ой, привет, привет! Еще приветствует. Да, задом едет. Вот. Сидят, а на нас зыркают. А, снимай Павел тут. вдруг резко встал и шагнул к ней. Поехал. Успел близко увидеть его лицо. Изменившееся лицо, глаза, плечи. Это сейчас по Межогу мы поедем. Я, кстати, посмотрела, нефтебаза Пусть уходит. называется Ручейный Уходит отсюда. на картах Яндекс. Смотри. Хотя у нас никогда слово Ручейный, ну вообще нигде не звучало. Не знаю, кто это придумал на картах занести такое название. А вот этот межок, он идет, дома идут вдоль дороги. То есть, А там поле. да, в один ряд. То есть вот за домами леса, все, там нету второго ряда домов. И там также, вот они, дома, и там лес за ними. И он такой длинный-длинный, этот межок. И чтобы сходить в гости куда-то, это ж надо сколько расстояния пройти соседу. Хотя он как бы небольшой, но он длинный. А ведь тротуаров нету, вот они ходят по этой трассе. Слева, справа. Ой, как красиво. А там Вычегда вдоль идет. Вон как красиво. Это магазин у них. Вот он находится посередине деревни. Единственный магазинчик.
одного человека нет, да? Конечно. Печки топят. Слушай, печки-то не топятся, посмотри. Дыма нигде нет. А что, никого нет, что ли, там? Не знаю. Или газ у них? Нет, газа нет. А вон печка, вот раз печка, Вот. два печка. Видимо, в ночь все натопили, потому что мы в ночь топим. Ну, мы 2 раза в день топим. В ночь и где-то днем. Все, мешок закончился. Ну вот. Да, вот все. Знак, мешок закончился. Так, это мы подъезжаем в Жешерту. В Жешерте находится фанерный завод. Жешертский. Если ехать прямо, то мы будем ехать по старому Жешерту. А, Лесобаза он называется. А мы поедем по объездной. Налево объездная. Вот этот сам Жешерт. Одна фура только стоит. Ну, ждет, видимо, погрузку. А так иногда обычно прям очень много тут фур. Вот он сам завод. За деревьями, конечно, плохо его видно. Ну, Это сделали замок много здесь, что-то хотят. Не было вроде. там помнишь, плитами было все обложено, железобетонными, кучей стопки, а сейчас забор поставили. Любители гаражных посиделок. Все топится везде. Ну да, Вот, Жешерт. мужички, вот я не люблю вот эти гаражные всякие моменты. Вот мне вообще не нравится. Сидеть там в этом бетонном склепе. А мужики многие вот так любят там посидеть. Ну, а Джон отдыхает. Джона, видимо, пилят. Видишь, ты они пилют и дом. Присесть можно. Никто не придет еще. Я будем прыгать по пешеходным переходам. Привезет место. Никитич подвинулся. И, кстати, не так давно поставили. Ну, года. Ну, вот больше года уже. Больше года. Парень, видно, здоров. Раз, два. О, какая башня. Красиво. А это баня. О, вот тут у них желающих очень много. В баньку походить. 4, 5, 6. Походу дела 6 этих. Магазин у Рамиза. Тут пятиэтажечки стоят, панельные. Там садик внутри панель. Интересно, у них кирпичные есть здания? Не знаю. Деревня твоя далеко. Верст полтораста. У них справа многоэтажки Жешерт, а вот там вот частный сектор. Что-то я его даже не показала. Ну да, все панельки стоят. Флаг Республики Коми, остановка покрашена. А это церковь у них. Такая тоже относительно новая. Деревня Яг. Всего 2 буковки Яг. Еще у нас есть деревня Ыб. 2 буковки. Господи, кто там идет? На саночках бабушка чего-то везет.
быки. О, проехали. Никитичка, ты. Слушай, это же Гам. Стелла у них. Да, это уже Гам мы приехали. Просто так деревня быстренько из Яга в Гам перешла. Они сразу, як заканчивается, Гам начинается. Да, я даже как-то не заметила, где он начался. Как в Кировскую область, помнишь, мы едем, там одна деревня заканчивается, тут же следующая. И у них все названия деревьев как по фамилиям. Петровы, Ивановы, Сидоровы, Ну да. Половниковы. Опель, река Ели. О, чучело. Все, ель закончилась. Слева лиственные деревья, справа еловые. Богомолова. Богомолова только находится. Живут, вон печки топят. Такие старинные дома. Все. 3 дома. И живут же люди, да? 3 дома. Въезжаем в Гам-Лакост. Тут тоже, наверное, несколько домов и все. Тут точно не живут, тут точно не живут. А ну вот печка раз, слева, ну, справа, все. И тут еще дома. Тут тоже не живут уже. Нет, я тебе говорю, в Москву дорого, если ты в Канаде. А назад из Москвы дешево, пожалуйста, то есть... Понятно? Нет, меня удивляет, один и тот же путь и так дорого. Да, туда за 23 тысячи, а назад за 3 тысячи. Вчера показывал, он нам снимал, мы ему позвонили по видеосвязи, он показывал. Илья Шор. Прямо, Айкина направо. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь? Такой Т-образный перекресток. Да, морозяки в этом году нас застали на Новый год. Да ничего. Главное так одеться потеплее. И нормально. Айкина. Вот она вычек дает, кстати, чуть-чуть видно здесь. Тоже большие берега, высокие. Не утерпел. За что давай? Такие вопросы никому никогда не задавайте. Конечно. Какие виды тут шикарные. Вон она, река уходит, как будто вот туда вот, в небо. Сказал Кашля. Мне что? Очень красиво. Вон туда. Поймай. А ты весь не снимала? Бог не выдаст, свинья не Нет, съест. не успела. Дешево меня не возьмешь. Давай. Ложись. Я подожду, пока дровишки. Ух.
Я вот помню, когда мы по весне или по осени, когда рано утром едешь, и река когда парит, вообще просто загадочно. Вот. Продаю. Я шлагер, за убийство себе. Убийство тебя Бог так и не понял. От людей можно погибнуть, а от его не можешь. И верующий, что ли? Киржак, наверное? Киржак. Стал бы Киржак с тобой водку. Это насчет боженик ты мне мозги не отошли ты. Парень говорит, сын свой, чуть осевший. Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему сходу кишки выпустил. За что? За что? За то, что сказки рассказывал. Врал. Добрых людей нет. А он добренький терпеть учил. Пасука. Пятерочка. Снова стал обретать недавнюю крепость и злость. И веселость в голосе прыгнул. Кто добрый? Я? Ты? Я, к примеру, за свою жизнь никому Магнит. не сделал. Это Разве у них нет? тут рыночек. Разве он учил? Ну, сейчас никого нет, холодно. Был хрен спать. То человек, а то зверь. Живое Здесь вот у них существо, сами городская же трепете, елка. сволочь. Лицо парня Ой, не хищнее. это они все одинаковые, когда не включены. Здесь вот танк стоит. Администрация. О, первая машина с лесом. Давненько вы их не видели. Какие-то узенькие, какие-то бревнышки-то худые. Обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите. Кто не успеет помолиться и тут же штаны спускает за баб. Здесь вот своротка на Микунь. Найдется до тебя лихой человек. Обидишь вот так, ни за что не прощу. Туда Микунь. Тебе покажут, где пропуск. Не сердись, отец. Примирительно скажу. Ненавижу, когда жить учат. Душа кипит. Суют Так, а нос тут у нас в пока задницу. все еще видно эту вычекду. Вот хороший, вот Все, а мужика. дальше у нас Ненавижу. пошли деревья. Не буду так жить. Вру, мертвечиной пахнет. Чистых, умытых покойничков мы все жалеем, все любим. И живых полюби, и грязных. Нету на земле святых. Я их не видел. Зачем их выдумал? Парень, ты встал. Выборы президента России 15-17 марта. Хо-хо. Первый раз вижу плакат. Да, уже видел? Все, конец Айкина. Здесь такой участок, как будто ты на параплане сейчас летишь и летишь. Сожрали бы или перерезали. Такой Никакой не Христос учил. Сам так кусочек. святых это вера. Нет. Я сам вроде ничего. Никто не скажет плохое. Это плохое. Недалеко тут киржацкий скит стоит. Засуд. Семья ждет. Старик со старухой, да дочь их готовы.
кустарники. Мне вот слева нравится местность вот эта. Да, Такая лесочек такой, лесопосадка, там железка, поле. Как бы вот тут нормально вид. единственное, что борщевика очень много. Ух ты! Ты посмотри, что делает, а? А что это? Красивая жизнь. Он аж испугался. Мне кажется, он сбил их. Не, он не сбил. Нет, он стукнул себе что-то, сейчас будет выходить смотреть. А, да, выходит смотреть. Так собаки на него выбежали. Все, он ходит, смотрит. Стукнул, да. Они прямо ему в колесо. Не, никого не задавили. Нет, они просто он вышел посмотреть, может там что-нибудь там. Испугался. Конечно, вот такая же вправо резко, да. Они играются друг на друга он, и ничего не видят. Игры у них. Сыктывкар. 60 километров. Серегова 18. Да, близко. Пассажирские. Даже не такой состав-то. Московский, что ли? Куда он едет? Москва? Все, Усть-Вы закончился. Кстати, очень старинный поселок. Тут тоже Да. много церквей. Вон макушечки торчат. Говоришь, не боюсь никого, сказал Никита. Что ты сразу на... Вымь. Вычек да впадает. Здесь что, я читал в новостях, сломался у них какой-то пластик. Там дырка сейчас. Ничего себе. Кстати, в этом году, что Печора, видишь, что другие реки не гладко замерзли, а буграми все. Да почему так? Не знаю. Так вот все вот наплывами. То есть по рекам сейчас очень опасно ездить на буранах. И она не гладкая. Видишь, как будто как затор было. Да. Вот она, Вагваздина. Тоже тут относительно новые дома настроили. О, железная станция Усть-Вы. Теперь отойди вон туда. Железнодорожная. Станция из железа. Да. Кидай мне ружье, а сам не А здесь вообще голое поле всегда было. Я не покажу, где вчера мужик, я ошалел, думаю, фига себе. садись. А что? Какой-то затупок. Вот тут повернул налево и поехал. Вот здесь вот. Налево поехал? Вот здесь налево повернул. Вот сюда и поехал туда налево. Ну а что, правильно, сократил Так путь. кирпич висит. Да, он не видит. Два кирпича. Можно и себе малость отсыпать. А, даже два. Вот это вот Конечно, есть. просто поле было чисто. Сейчас вот тут домики стоят. Парень отсыпал себе листок, бросил кисет с ним. А, инвита. Тут вот останавливаются люди. А мы тут ждем москвичей. Сейчас будем встречаться. Погулять охота. Можем там подождать. Давай. В начале, так сказать. Это мы выехали спустя 2,5 часа и приехали как бы раньше. Да, далеко нам ехать, еще до Ухты. Ты чё, не догоню я тебя? Ничего я не душу. Молодец. Я
Вон на стенде все написано. До Емвы 52 километра, до Ухты 246. О, москвичи. Шапки. Бессоньки. Ну пойдем одеваться. Сошли. Отлично. Тут, наверное, такое есть. Ого. Красиво. А что здесь хотите? Нет, я не знаю, зачем, где Вова-то. И мы грязнульки, да, тоже. Машина трассовая. Учитывая то, как наш автор может быть невосприимчив к разным логике в своих мимолетных увлечениях. Так или иначе, прошло еще 4 недели, прежде чем я получил. Ну, может, побольше, да. Едем дальше. Так, едем дальше. Нам еще 246 километров ехать. Время сейчас 13:49. Мы тут макушечки Гордель, да около Ухты уже. Это Ляли? у Ляли макушечки у деревьев тут были сбили. Да. Кстати, за столько времени уже Так у них отросли новые. спилили макушки, а не как некоторые пилят всю елку, чтобы потом спилить макушку. Да, вот они. То есть вообще не скажешь, что они были спилены сверху. Не, ну видно, конечно, уровень меньше, но они уже начинают расти. Да. Вообще все выровнялись. Что это за эксперимент был непонятен. Такая стеночка из елочек, ну искусственно высаженных. А ты видишь, асфальт более открытый тут уже пошел. Дорогу мы с Сыктывкара уже Ухта ехали, уже асфальт более такой открытый. Здесь обычно идет торговля ягодами, грибами. Широкая такая деревня, то есть дома на расстоянии от трассы построены. Все, ляли закончились, но там еще стоят дома построенные. И слева, и справа. Вот они. Домики вот. Вот раз домик. Так, а справа? Вот справа домик. Так вот. Какая-то база. Посмотрим. Еще раз сказал, все
пойти так. Не в Крыму. Там буквально, как я говорил уже на предыдущих видео, 20 секунд. 20 секунд Крыма. Сегодня отпустят завтра. И без единства подумать. Но это только мы берем дорожное полотно, мы не берем лес. И зря ты легко смотришь на свое, так сказать. Ну, в Крыму тоже сосняк же есть. Удержался и еще раз сказал. Когда серпант Наше дело сложно. у вас потом идет вдоль этого моря, гор. Сказал новичок, и Аксенбай опять взялся. В конце концов, не мешал бы новичку прислушаться к словам. Едет как ведущий. Подъехали тем временем к чайной на окраине маршруте. Остановились. Закусим. С удовольствием оживился на воде. Есть хочется. Сели тут за маленьким квадратным столиком, ждали офицера. Директор, склонив большую голову, Крутой спуск с поворотом. как все он смотрел. И обратил вдруг назад на Тут, кстати, постоянно вот эти лесовозы, вон туда их выносят. Не бью. Брось ты, оставить себя хочешь. В чайной или вообще? Директор успокоился. Вообще, Смело. откурить не могу. Да, тоже кого-то вынесло. Директор полез за папиросой. 3 раза бросал, не вышло. Ты, наверное, думаешь, начал Аксенов, пошевелившись на стуле. Ну, мол, припугнул председателя актом, он теперь виляет, выпить тебе. Так? Нет, не так. Акт это само собой. Кстати, сосновый бор очень красивые места. Да, очень красивые леса. С Совей же надо иметь елки с парком. Белый мох, Между делом смекнул там на совещании. летом, Смотрели это дело с молодежью. Комиссия какая-то была. зимой опять Зимой белый. тоже белый мох. Тебе бы следователем дал. Съездил Аксенов, чувствуя, как бы сердце снизу поднуло едкое волна. Чего позволения? Ема. Стал сдержанным границ. Вопрос, конечно, не глобальный, но с точки зрения нашего брата было бы интересно узнать. Да какой вопрос-то не тебе? Луну-то все знает. Снизу, снизу. Откуда что берется? Что из ума чайка? Пошлый собака. Причесал, Константин Иванович. Как миленько причесал. А это нормально. Даже рта не открыл. Что он сказал? Ничего не сказал. Он гость другого, конечно, сказал. Тот ему на одно слово 5. Молча мужиков слышал, даже как бы сочувствие. Нежный, нежный, неизменно удивлял, восхищал так. Лево тракт в километре. Хлеб жесток, а жестокость никто никогда нигде не ищет. Завтра Глеб Капустин, идя на работу, между прочим, был спросом. Как-то, срезал ты его, скажем. Ничего. Какая прямая, длинная дорога. Подумай, это слишком первое. Ремонт моста. И когда Что-то он под Константин красный Иванович поехал. укатил на такси, сразу вся деревня узнала. Кагафий приехал, сын с семьей, средний, Костя. Стоп. Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между У меня в телефоне прочим, еще светло. спросит, А он где осветляет? Да, хотя на улице уже срезал все ты его, уже скажем. темноватенько. Ничего. Это понятно. О, АТП автобус. Вот в Синдере. Девушка вышла, вот ее сразу на машине ждут, потому что до Синдера еще ехать надо. Время 15:12.
ремонт моста. Вот я же включилась, это, что ли, подсветка. Ага. Она автоматически или сама? Автоматически. Вот, не засвечивает. Решил, что очень темно и ничего не видно. Завтра, может, девочек приглашать там во сколько, я не знаю, и закажем, что закажем туда?